Добрый день! Сегодня четверг, 29 октября, и мы проводим очередной брифинг по мерам профилактики коронавирусной инфекции. В работе брифинга принимает участие заместитель главы администрации района по социальным вопросам Рамиль Назимович Хайртдинов и главный врач Верхнеаркеевской центральной районной больницы Разида Халиловна Гатауллина. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике, я передаю слово Рамилю Назимовичу Хайртдинову. Пожалуйста. По данным на 29 октября в Республике Башкортостан подтвердили 10 586 случаев коронавирусной инфекции, новых случаев 85. Выздоровели 9555 человек, 68 за последние сутки. На лечении остается 979 человек, 209 в стационарах, из них в тяжелом состоянии 10, на ИВЛ 2. 770 человек находятся на амбулаторном лечении. Число умерших увеличилось на 1 и составляет 52 человека. Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки 277. Выписанных пациентов с пневмонией 281. Всего проведено 1 332 436 исследований. Обследовано 1 287 720 человек. За сутки 12 211 исследований, обследование 11 856 человек. Рамиль Назимович, как известно, с 28 октября вступило в силу постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой. Также были введены поправки в указ главы Республики Башкортостан. Ознакомьте, пожалуйста, нас с этими изменениями. Глава Башкортостана Ради Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Эти изменения вступили в силу с 28 октября 2020 года. Согласно новой редакции документа, жителям необходимо использовать защитные маски вне места проживания, в том числе в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, лифтах, в магазинах, финансовых организациях, МФЦ, также использовать перчатки. Необходимо усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, объектах торговли и общественного питания, местах проведения культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан будет контролировать соблюдение дезинфекционных мероприятий, которые проводят юридические лица, предприниматели и самозанятые. Органы исполнительной власти Башкортостана должны усилить проверки соблюдения гражданами масочного режима. Органам местного самоуправления необходимо организовать патрулирование улиц и других общественных мест для разъяснения обязательности ношения масок, соблюдения социальной дистанции и иных мер по противодействию распространению COVID-19. Также организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, рестораны, бары, кафе, фудкорты и иные аналогичные объекты, за исключением объектов придорожного сервиса, ограничить режим работы в период с 23:00 до 6:00 часов. Спасибо большое. А теперь о текущей ситуации в районе. По количеству инфицированных, выздоровевших, выполненных тестов, о состоянии коечного фонда и так далее. Слово вам, Разида Халиловна. Добрый день, уважаемые лишевцы. На сегодняшний день с нарастающим в районе всего лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 138. Из них 134 на сегодняшний день выздоровевшие и 4 продолжают лечение. 2 из них амбулаторно, 2 человека в стационарных условиях. Кроме этого, всем пациентам, которые выписываются из инфекционных госпиталей, проводится амбулаторное долечивание участковыми врачами-терапевтами. За весь период наблюдения всего 214 пациентов получили лечение в стационарах на дому и в амбулаторных условиях с диагнозом внебольничная пневмония.
Всего за весь период наблюдения взято более 6000 проб. И готовых результатов 4977. На сегодняшний день в госпитале для коронавирусных больных на 15 коек госпитализировано 14 пациентов. Одно место свободное. На втором этаже инфекционного корпуса развернуто отделение для внебольничных пневмоний на 30 коек. В настоящее время находится 13 пациентов. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек заболел и у него появились первые симптомы заболевания, что ему необходимо делать? Человек может обратиться в кабинет неотложной помощи в новом здании поликлиники. Это 101 кабинет на первом этаже. Сейчас, с прошлой недели, мы организовали отдельные входы для больных без температуры и температурящих пациентов. Все пациенты идут через фильтр-пост старой поликлиники, через отдельный вход. И при определении температуры, или человек уже знает заведомо, что он с температурой, он идет через отдельный вход в здание, новое здание поликлиники. В холле проходят они ожидания, после этого заходят в 101 кабинет. И там же в холле, ожидая, они могут попасть в рентген-кабинет, если это будет назначено и будет необходимость. И есть возможность также вызвать бригаду неотложной помощи на дом по телефону 5 61 82 для взрослого населения и 5 31 07 для детского населения. Во внерабочее время и в выходные дни можно обратиться в приемное отделение ЦРБ или вызвать бригаду скорой помощи по телефонам 112 или 5 17 81. Есть еще вопросы, поступившие через социальные сети. Если человек лечится амбулаторно на дому, как он может получать уколы и системы? Амбулаторное лечение, назначенное в таблетированной форме, человек строго по предписанию врача принимает дома. Если назначены инъекционные препараты, мы организовали возможность обратиться этим пациентам в приемный покой с 8 до 10 утра и с 8 до 10 вечера для получения антибиотиков и других препаратов, которые назначены врачом. Те, кто проживает в деревнях, есть фельдшера из фельдшерских акушерских пунктов, которые эти назначения выполняют данным пациентам. Продолжается ли сейчас вакцинация от гриппа? Вакцинация от гриппа в данный момент продолжается, и она продолжается для лиц старше 60 лет и лиц группы риска, имеющих хронические заболевания органов дыхания и другие. Вакцинация от гриппа проводится в 7-м кабинете на 2-м этаже старого корпуса поликлиники после осмотра врача с 9 утра до 5 вечера. На сегодня вопросы закончились. Мы напоминаем всем жителям района, что действует телефон и горячая линия Минздрава РБ, а также есть свой телефон Верхнеаркеевской центральной районной больницы, куда вы можете задавать волнующие вас вопросы. Номера высвечиваются сейчас на экране. Также напоминаем, что брифинги проходят каждую неделю по четвергам в 15:00 часов. На сегодня у нас все. Соблюдайте все меры предосторожности, берегите себя. Всего хорошего.